Атласов Александр Павлович, министр сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Родился 5 июня 1965 года в первом Хамустасском наследии Намского района Якутской АССР. В 1992 году окончил Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный институт по специальности агрономия, ученый-агроном. В 2005 году Институт управления при президенте Республики Саха-Якутия по направлению муниципальное управление. Начинал трудовую деятельность рабочим совхоза «Намский». Вся биография Александра Атласова связана с сельским хозяйством и с сельскими муниципалитетами. Александр Павлович трудился в администрации родного Намского улуса сначала заместителем главы, затем в течение 5 лет возглавлял Намский улус. С марта 2018 года возглавляет Министерство сельского хозяйства Республики. Добрый вечер, дорогие телезрители, подписчики канала «Правительство Лайв». В эфире телеканала и инстаграм-канала ежедневная программа «Правительство Лайв». Это площадка, которую абсолютно спокойно можно отнести к наиболее таким демократическим, наиболее прямым, доступным, прозрачным каналам общения непосредственно с руководителями государственной власти республики. И сегодня у нас в гостях руководитель ведомства, которое отвечает за аграрную политику, Министерство сельского хозяйства Республики, Александр Павлович Атласов. Здравствуйте, Александр Павлович. Здравствуйте. Ну, как мы видели в вашей визитке, стереотип, что сельское хозяйство – это удел только саха-язычного населения, он уходит в прошлое. То есть вот господа котрусы, которые в Магане очень долгое время занимаются сельским хозяйством, такие поля у них хорошие, да, и так далее, они же, можно даже сказать, какие-то прибалтийские корни имеют. То есть у нас не только сугубо сахаязычное население, но и поскольку у нас канал Якутия-24, это внешний канал нашего республиканского телевидения, но если будут поступать вопросы, и люди, которые пожелают получить ответ на якутском языке, абсолютно спокойно могут это сделать. Ну и постараемся, конечно же, поскольку, еще раз говорю, канал внешний, ответы давать на русском языке. Ну, какой саха не понимает русского языка, притворяется, но конституционное право-то вроде с одной стороны тоже не отменишь, да? Итак, от меня вопросы, и давайте перейдем к марту 2018 года, потом переназначению, продлению ваших полномочий. Да? Министерство совсем недавно называлось получается, когда название поменяли? В октябре? Да, нет, в прошлом году, в июне. В июне 2018 года, да, указом главы. До этого оно называлось сельского хозяйства и продовольственной политики. Да? Совершенно верно. Сейчас просто коротко, сельского хозяйства. Да. Вот что функционально, что меняется? Ну, как вы все знаете, в прошлом году в июне вышел указ главы Республики Саха-Якутия. Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия был преобразован в Министерство сельского хозяйства. При этом часть полномочий общественное питание были переданы Министерству предпринимательства. И в этом году, в марте, тоже вышел указ главы, подписан указ главы Республики Саха-Якутия. И в этом указе, часть полномочий, Госком Арктики преобразован был, да, Министерство Арктики. Часть полномочий традиционной отрасли севера, это оленеводство, рыболовство, клеточное звероводство. Эти функции полномочий были переданы в марте в Минсельхоз Республики Саха-Якутия. И кроме того, еще одно полномочие – это северный завоз арктическим северным районом. Это социально значимые продукты. Это полномочия тоже нам переданы. Поэтому мы с этого года тоже такую функцию получили, и мы уже начали работу. Это завоз. Раньше, допустим, у нас Туймада Гроснаб занимался, да, северным завозом Арктические северные улусы, они поставляли картофель, овощи. Одновременно Якутоптор то же самое, они тоже поставляли муку, там социально значимые продукты.
по сути, они выполняли одну и ту же функцию. Вот поэтому руководством республики были приняты вот, объединить вот эти предприятия и тем самым передать полномочия Минсельхозу. Вот поэтому с этого года мы уже этими вопросами занимаемся. Еще и с северным завозом. Да. Ну, головной боли-то прибавилось, получается. Конечно, прибавилось. Остается посочувствовать. Но на самом деле любая работа – это хорошо. Вопрос от нашего подписчика. Да? Недавно вот республика первый раз отмечала День Саилыка. Да. День Саилыка. Вообще программа Саилыктан программа Тенетибиты. Вот уже начала действовать программа. Да, закон вышел в 2003 году. Вот вопрос звучит так. В этом году он начал, а в следующем году будет ли продолжено? Видимо, на перспективу. Конечно, мы с этого года уже ежегодно будем отмечать День Саилыка. Указ вышел о Саилыке, да. Вот, в прошлом году, когда в предвыборной программе Айсена Сергеевича у нас состоялась дискуссионная площадка в Хангаласовом Лусе, в Лоханане, вот этот вопрос наши хозяйства поднимали. И глава поддержал, и вот учредили День Саилыка. И сейчас по всей республике насчитывается где-то 360 саилыков, да, но, к сожалению, где-то 260 только функционируют, остальные 55% они без оборудования доильными установками, а где-то 75% только они подключены к электрическим сетям. Вот поэтому вот такая проблема была. И вот начиная с 2007 года правительство Республики Саха-Якутия, они приняли ряд мер по поддержке этого движения. И вот начиная с 2008 года всего построено где-то 136 новых саилыков. И реконструировано где-то 160 саилыков. И по указу главы, это о стратегических направлениях развития сельского хозяйства, там четко прописаны вот эти направления. Мы, начиная вот с 20 по 24 год, должны построить 100 новых саилыков. И при этом в бюджете Республики Саха-Якутия ежегодно будут предусматривать по 60 миллионов рублей. И кроме того, 200 конебаз, да, мы должны построить. И где-то 60 новых животноводческих комплексов до 2024 года, отвечающим современным требованиям. Вот такие задания мы получили, и мы вот до 2024 года эти задачи должны выполнить. Угу. Следующий вопрос тоже от наших подписчиков. Начинает уже подключаться, хорошо подключаться. Спасибо, что вы с нами. И еще раз свои самые прямые вопросы в адрес министра сельского хозяйства республики Александра Атласова. И вопрос звучит таким образом. Есть вот программа «Начинающий фермер». Очень хорошая программа. В этом году работают ли мероприятия по этой программе? Данная программа работает с 2019 года. Это федеральная программа, часть за счет республиканского бюджета мы тоже выделяем деньги. Да? И мы в прошлом году, за эти годы где-то 700 новых начинающих фермеров получили гранты, где-то 160 это семейные фермерские хозяйства, да, и мы решили с этого года, через каждые 2 года, допустим, в этом году мы эти деньги перенаправили на семейные фермерские хозяйства, потому что вот начинающие фермерские хозяйства, они в течение, получили гранты, да, развиваются, потом через 3 года мы, чтобы они тоже дальше... Получили время на реализацию. Да, дальше, чтобы они развивались, вот поэтому мы вот это направление подключили. И в следующем году то же самое будет, потом уже мы перенаправим эти средства на начинающие фермеры. Но при этом с этого года стартовал наш проект, это региональный проект. Мы вошли в эту программу, федеральную программу, и мы начиная с этого года до 2024 года где-то 1 миллиард мы получим за счет федеральных средств. И в этом году у нас где-то 98 миллионов рублей. Соглашение мы уже подписали с федеральным министерством, и мы будем уже реализовывать, начиная вот с июля месяца. Да? И при этом
Вот буквально мы на прошлой неделе закончили заявку, прием заявок, это семейным фермерским хозяйством. И на следующей неделе мы уже будем проводить конкурс. И тем самым, ну, это и федеральные, и республиканские, вот этим мы дальше будем продолжать вот эту работу. Гарантия от министра сельского хозяйства, то, что дальше будет продолжена замечательная программа и начинающий фермер, и семейные фермерские хозяйства. Но в целом, наверное, это вы вот затронули, что есть федеральные деньги, вот комплексная федеральная программа, да, по развитию села. Каковы предпосылки для ее реализации вот на территории республики? Ну, Планы какие? как вы все знаете, вот тоже с 2012 года по сей день работал тоже федеральная подпрограмма, это устойчивое развитие сельских территорий. Да? Вот недавно весной наш президент Владимир Владимирович Путин вот в Краснодаре вот озвучивал, как хотели 13-м нацпроектом. Да? И вот этот сейчас отдельная программа будет, ну, федеральная, государственная программа, название чуть меняется, это комплексное развитие сельских территорий. Это начиная с 2020 по 2024 год. И мы тоже подключились. Вот этот проект сейчас идет согласование и должны до 1 июня, вот уже на днях, да, будут рассматривать на заседании правительства Российской Федерации. И после утверждения мы тоже у себя здесь должны принять тоже, хотим мы тоже отдельной программой. Сейчас с руководством правительства вот эту, ну, разговоры идут. Наш куратор, заместитель председателя правительства Белозеров Денис Георгиевич тоже, он поддерживает нас, и мы этот вопрос на уровне председателя правительства тоже поднимем. Мы свои заключения, свои, ну, замечания, свои пожелания тоже в свое время направили в федеральную структуру, ну, Минсельхоз Российской Федерации. Часть, конечно, они учли, часть, ну, в большинстве наши предложения учтены. Вот поэтому мы уже, получается, с этого года уже такая работа тоже будет идти. Ну, лично у меня ощущение такое, что очень отрадно, что руководство страны, руководство региона тоже, ну, очень тонко обращается с прошлым нашей страны, да, вот плановая экономика, когда вот пятилетние планы и так далее, в них же было, кроме, скажем так, минусов, еще и плюсы большие. Да? Вот то, что очень тонко обращаются вот с этим плюсом, и очень отрадно. Это просто так, ремарка, да? И хахалы итылар киленерелер Александр Павлович Декергенин тугнан аяқтылы тен даха соғылы аққыны. Ну, человек спрашивает о составе семьи Александра Павловича. Давайте лучше еще раз говорю, поскольку канал внешний, давайте. Да, у меня 3 детей. Старшая дочь, она сейчас работает здесь, в городе Якутске, в многофункциональном центре, специалистом работает. Младшая дочь сейчас сидит по уходу, Роза Александровна, она работает в медколледже преподавателем. И младший сын в этом году заканчивает школу, ну, гимназию, 11 классе учится. Ну, сейчас как раз-таки они ЕГЭ сдают, первый ЕГЭ, вот буквально в понедельник. Да. Они, ну, сдавали, сейчас уже тоже, ну, надеемся, что получится. Знакомое волнение, хотя мне конечно, тоже в другом я здесь, сын там, да. Конечно, но по телефону мы все равно общаемся. Да. Ясно. А в семье какие-нибудь традиции вот соблюдаются? Ну, там, собраться все вместе на Новый год? Там, ну, конечно, сейчас с временем, ну, конечно, трудно, да, но мы ежегодно, ну, и семья, и мои родные, ну, мы ежегодно встречаемся в начале июня. У меня дома, в усадьбе. Это, как называется, открытие сезона, летнего сезона получается. И потом осенью тоже, в сентябре тоже, ну, все родня у меня собирается, тоже это, как бы, называется закрытие сезона. Ну, потому что летнее время все в сборе, да, дети в деревне, потом осенью уже все расходятся. Я понял. Открыть сезон – это свято, и закрыть сезон тоже свято. Отличная традиция, на самом деле. Давайте перейдем вот к легким таким вопросам, да, перебьемся, у нас половина срока уже
скажем так, на хронометре отмотано. Блиц-опрос. Очень быстро нужно отвечать, можно там да или нет и так далее. Да? Ну, поскольку это больной вопрос, когда были на охоте последний раз? 3 года назад, 2 года назад. 2 года назад тому. А самый большой трофей в охоте? Лось. Это Лося. Это в 87 году. И это так давно было. 87 год лось. Есть ли вредные привычки? Это, как понять, вредные привычки? Ну, плохая привычка какая-то. Ну, которая вредит, может. Ну, я, от которой хотелось бы избавиться. Нет, я, допустим, одновременно несколько дел ну, не делаю. Если что-то строю, то что-то... Ну, это у меня так. Это, может быть, это не плохая привычка, может быть, это мой недостаток. Может. Личный недостаток. Помните свою первую встречу с женой? Помню. 87 год, в городе Иркутск, поселок Молодежный. Это залив, это наше любимое место. Потом мы поженились в 92 году. И до сих пор вместе. У нас 3 детей. Ну, отлично. А дома готовить что предпочитаете? Плов я сам готовлю. Готовил, но сейчас, конечно, это не часто бывает. Пилав от Александра Павловича. Пилав натуральный, с чесноком, с кинзой и прочими делами. А вот мы посмотрели множество кадров визитки. Да? Вы сами корову умеете? Ну, как сельский, наверное. Конечно. Это без не вопрос, да? Не вопрос. Сено накосить тоже не вопрос. Конечно. Сколько стоит картофель на крестьянском рынке? Ну, где-то от 40 до 80 рублей, это в зависимости от поставщиков. Ну, в среднем за 50 рублей нормальный такой, ну, можно купить. Составители вопросов тоже, знаете, ну, человек все-таки аграрий досконально. Ну, можно было потяжелее, там, сколько стоит, может... Ну, я усреднен на 50. Да. Вы долгое время жили в Улусе, да, вот главой Намского Улуса были, до этого главой Наслега были. Жить все-таки лучше в городе или на селе? На селе, конечно. До сих пор я там живу. Жена, сын. Прописка в Намцах? Прописка здесь, но в деревне, ну, каждые выходные я туда обязательно, если время есть, стараюсь быть там. Угу. А есть ли желание, вот, которое вы все время откладываете, потом приходится, и потом становится очень горестно? Почему я откладывал? Почему не сделал вчера? Ну, мечта, можно сказать, да. Но я в Иркутске уже давно не был, практически. Съездите в Иркутск? Да, 3 года назад проездом был, вот поэтому моя мечта в Иркутске будет и на Байкал-озеро. Угу. Ну, Байкал это, конечно, для каждого сибиряка это... Потому что в студенческие годы мы часто там бывали. Место силы, да. Я бы сказал, да, такое вот возле Байкала, когда стоишь, неповторимое на самом деле ощущение. Я очень хорошо понимаю Александра Павловича. Давайте вернемся. Спасибо за вот этот короткий блиц. Развитие якутской породы коров Хаханага. Угу. Давайте вот какие меры будут предприниматься в этом направлении? Это подписчики тоже спрашивают. Ну, сейчас тоже по указу главы стратегического направления развития сельского хозяйства тоже одним направлением тоже прописан вот развитие якутского скота. Да? Сейчас у нас ну, где-то 1000 голов, да, якутской породы. И у нас сейчас мы составили дорожную карту, концепцию, да, развития, по увеличению поголовья. И мы вот тоже сейчас перед руководством правительства этот вопрос тоже поднимали. И сейчас в основной упор мы планируем на северные улусы, потому что там уход, содержание, ну, проще получается. Вот поэтому и потребление, расходы кормов тоже, соответственно, но меньше. Вот поэтому там содержание, вот это все удобно. Вот поэтому мы предлагаем артийским северным улусам. С этого года мы практически уже начали, 50 голов уже в этом году поставили северный улус. И в дальнейшем тоже, ну, планируем. Сегодня как раз вот у меня был на приеме тоже
Я вчера был с Верхнеуральского улуса, который хочет стать опорным пунктом по разведению якутского скота. Мы тоже этот вопрос обсуждали вчера. Угу. Ага. Ну, то есть на контроле вопрос, да, получается, да? Следующий вопрос тоже от подписчика, да? Возмущаются люди, когда наконец повысится зарплата ветеринаров. Причем тут ветеринаров? Ну вот я не знаю. Департамент ветеринарии это к вам абсолютно не относится, да? Это не относится, но это вопрос общий, наверное, да? Это не только ветеринарии, но и работникам сельского хозяйства. Ну, конечно, сейчас с повышением РОТ, вы же все знаете, в конце прошлого года тоже было повышение минимальной оплаты труда. И с учетом вот этого тоже себестоимость продукции нашей сельхозтоваропроизводителей тоже там имеет, очень важное значение. Да. Но на самом деле, да, нет, наверное, разницы, к какому ведомству относится человек, который работает на селе. Да? Для всех вот эти вопросы повышения качества жизни, повышения уровня жизни, они остаются всегда первостепенными. И вот вы говорили, что мечта об Иркутске, да? И от WhatsApp-группы иркутян, всем понятно, что иркутский сельхоз – это такая кузница кадров для нашей республики. От WhatsApp-группы иркутян передают привет Александру Атласову. Ну и от меня. Вот вы состоите в этой группе? Нет. Нет? Нет. Товарищи с WhatsApp-группы Ну, я постоянно общаюсь с своими однокурсниками, да. Вот в свое время, в конце 80-х годов, только с Якутии, в городе Иркутске, где-то 1500 студентов было. С разных уголков нашей родной республики. Сейчас я многими общаюсь. Допустим, вот недавно же гордость села же была, да, вот как раз мой однокурсник Мордовской Владислав стал, он победил, да, в этом конкурсе. Вот он тоже иркутянин. Иркутянин, конечно, и самый настоящий агроном. Он после окончания создал крестьянское хозяйство, да, в родном наследии и до сих пор работает. Вот, поэтому для нас он тоже пример. Ясно. Товарищи, участники WhatsApp-группы «Иркутян», Александр Павлович хоть и не состоит, но, еще раз говорю, в курсе всех событий, которые происходят в сообществе иркутских студентов. И самый, наверное, больной вопрос, да, по субсидиям на молоко. Когда все-таки, когда будет повышение? А то тут в WhatsApp же ходят всякие, взяли, повысили до 87. Сейчас самый такой актуальный вопрос, но даже вот во время отчета правительства, да, исполнительного органа государственной власти, я в Чурапче был, в Момском улусе был, да, в Сунтарах был, везде, во всех населенных пунктах и, поднимают этот вопрос. И не только во время отчета, и сейчас тоже таких вопросов очень много. Конечно, сейчас вот с увеличением РОТ для организованных хозяйств 1 литр молока себестоимость стал 59 рублей 50 копеек. Вот поэтому есть намерение, конечно, да, есть несколько вариантов. Как раз таки сейчас мы по поручению главы Василия Сергеевича, сейчас мы разрабатываем новую государственную программу развития сельского хозяйства, и эти моменты мы будем учитывать. И сейчас мне рано об этом говорить, да, но у нас намерение есть, несколько вариантов есть, и эти варианты мы досконально на уровне курирующего зампреда Дениса Григорьевича будем обсуждать еще раз. Но я думаю, что этот вопрос положительно решится. Как бывший руководитель одного из крупнейших муниципалитетов Центральной Якутии, да, который, тоже на 90% сельскохозяйственный, Намский улус. Да? Расположение Намского улуса очень такое благоприятное. На том же берегу, что и Якутская, газификация, все остальные факторы. И республика наша обширна. Да? То есть сельским хозяйством, вот вы сказали, в Верхоянском, на северных улусах занимаются и так далее, тем же разведением якутской коровы. Вот анализ такой, как сделать так, чтобы заниматься сельским хозяйством было комфортно людям и там, и здесь?
Но все равно без поддержки, господдержки мы не поднимем сельское хозяйство. Ну, вот анализ показывает, да, без учета субсидий у нас, ну, рентабельность минус 45. С учетом субсидий, господдержки где-то плюс 2, 1. Вот. Поэтому точка безубыточности мы должны компенсировать за счет государственной поддержки, за счет бюджета Республики Саха-Якутия. Вот, поэтому это хоть на севере, хоть в центральной зоне, вот это все только мы, благодаря поддержке, только мы ну, больше будем производить сельхозпродукции. Угу. Александр Павлович, смотрите, вот есть там площади писателей, скверы писателей, да, и какие-то мемориальные объекты, деятелей культуры, науки. А почему нет, спрашивают, слабо ведется увековечивание памяти людей, которые всю свою жизнь отдали сельскому хозяйству? Ну, по пальцам можно перечислить, наверное. Конечно, мы все равно же, допустим, вот весной героя Советского Союза мы 90 лет отмечали, да, в прошлом году тоже Аграфену тоже отмечали 90 лет. И вот такая поддержка, ну мы же все равно стараемся поддержать, как получается. И как даже, даже в издании книги стараемся за счет бюджета тоже помогать. Вот такую поддержку мы оказываем. Посильную, короче, работу ведете. Ведем работу. Александр Павлович, вы в кино часто ходите? В последнее время нет. Вот якутский фильм замечательный вышел, который приз зрительской симпатии на Московском кинофестивале выиграл, да? «Надо мной солнце никогда не садится, меня дверь кемкаанда кидбе». Там ситуация с сельским хозяйством тоже связана. То есть герой нашего любимого Анатолия Кириллина увозит подростка, юношу вообще куда-то на побережье моря, где он разводит песцов. Вообще вот про такое наслышано, наверное, про этот фильм? Я смотрел. Смотрели? Да. Как впечатление? Очень позитивный фильм. Такой жизненный, ну, вот этот, поучительный фильм. Ну вот эта фраза, вот «писец, пускай тебе вечно снится». Ну как раз таки этот фильм же снят, как я помню, в Булунском Улусе, да? Вот, где наше предприятие МУП Приморское, по-моему, на базе вот этот фильм был снят, как мне известно. Угу. И я как раз на выходные был в Намсах, и этот фильм как раз таки показывали в кинотеатре Сардана. И я там вместе с женой, сыном сходили, посмотрели. Очень такой хороший фильм. Ага. Ну, поучительный, такой жизненный. Многому можно научиться. Особенно молодым людям. Можно даже сказать, что это первый отраслевой фильм про сельское хозяйство. Ну и, наверное, последний вопрос. Сейчас такая пора, которая день-год кормит, да? Какое лето мы ждем? Давайте вот по тем сведенным фактам и так далее. По прогнозу, конечно, засушливое лето будет. Все говорят, и пожилые люди говорят, и прогноз тоже так говорит. Вот особенно Вилюйская группа улусов, центральная группа улусов, Заречная группа улусов, и наверх это Момские, Верхоянские улусы, это засушливое будет. Вот поэтому у нас в этом году план заготовки грубого корма 492 тысячи тонн. И сейчас мы должны, конечно, оперативный штаб, вот это все, задания все доведены до управления сельского хозяйства. И каждую неделю мы собираемся, сейчас уже подготовительные работы идут со всеми улусами, тоже ведем разговоры, поддерживаем. Но в случае, если там засуха будет, да, сейчас тоже я вопрос на уровне заместителя председателя этот вопрос тоже поднимал. Сейчас будем рассматривать для заготовки резервного фонда. Вот поэтому, да, я тоже чувствую, что
Что-то будет тяжело, да? Да, сложно будет. Да. Хорошо. Спасибо, Александр Павлович. Спасибо нашим подписчикам, нашим зрителям, что в диалоге в нашем принимали участие активно. Отмечу, что не отвеченный вопрос, вы ответы получите в ленте Инстаграма на аккаунте ЛДИФ Якутия. Подписывайтесь, оставайтесь в курсе. И спасибо огромное министру сельского хозяйства Александру Атласову за прямой эфир, который совместно на телеканале Якутия-24 и Инстаграме мы сегодня замечательно провели. Увидимся.